Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, дорогие друзья, в общем, встретил подписчика, и он меня решил покатать по городу, да. Его зовут Гаврил Вячеславович. Он занимается натяжными потолками. Седьмое небо. В инстаграме, если хотите, можете посмотреть. Вот, благодарность ему. Хорошо, что есть такие хорошие люди. Вот решил меня, хоть и у него и работа своя, но отложить ее на некоторое время и покатать по городу. Сейчас я вам покажу немножко город наш, Якутск. Сейчас переключим. Вот улица Кирова. Вот здесь находится предприятие Алмаза Анабара. Они сюда переехали. Территория кинотеатра Централь, Синема. И вот сейчас заезжаем в парковку. И сейчас я пойду с ними решать кое-какие вопросы. Вот такой вот хороший парень, простой, душевный. Тоже севернее. Да, тоже северный парень. С Нижней Колымы он родом. Может, кто знает его. Вот. Так, приехал в торговый дом Палладиум. Здесь у меня назначена встреча с нашим старым знакомым Славой из магазина Самура. И как всегда я ему принес свои ножи на заточку. Сейчас пройдем сюда. Раньше он здесь находился, сразу при входе. Налево. И тут написано вот Самура. Привет, Слава! Привет. Как? Вот контакты и данные Славы. Можете приходить, затачивать свои ножи. Очень дорого. Хороший парень. Вот кромка какая прямая получилась. Отлично. Для бура просто шикарно. О, замечательно. Просто отлично. Вот. Ну что сказать, друзья. Спасибо скажем Славе. Можешь привет передать тебе. Всем привет. Ага. Приходите в магазин Самура. Точите свои ножи. Да. Слава решил сделать подарок супруге моей и отправить ей вот такой нож кухонный. Спасибо ему от меня и от супруги. Будет довольна, думаю. У него здесь коллекция ножей, каких только нету. Благодарность есть даже, вот смотрите.
Вот такой нож Слава решил подарить. У него тот оказался последний. Вот такой вот. Смотрите. Shadow. Тень, по-моему. Ой-ой-ой, какой острый. Просто на грани фантастики острота. Даже микроскоп не нужен, чтобы понять, что это. Ну все. Ну спасибо, Славян, за такой подгон. Думаю, супруга будет довольна такому ножу. Итак, вышел опять довольный из магазина Самура с подарком еще. Сейчас направимся на наш рынок. И в прошлый раз я вам показывал рыбу, которая стояла на улице, на торговой площади, вот, торговых вот этих павильончиках. А есть еще территория крытая, то есть внутри помещения там копченую, также соленую рыбу продают, свежую. Сейчас посмотрим ее и цены соответственно. Ну и разновидность какая там есть рыба. Вот. И этот сюжет, возможно, вы сегодня вечером увидите. У меня времени очень мало, я все бегом-бегом. Просто завтра улетаю уже. И нужно смонтировать очень много роликов. И пока тут у нас быстрый интернет, все это быстро залить, чтобы потом вам показывать. Вот. Ну, смотрите сюжет. Так, включил свою стандартную камеру. И сейчас могу быстренько показать цены на овощи. Вкратце пробежаться. Можете сравнить со своими ценами. Ну, у нас стоят они вот так осенью. Короче, морковь 80, капуста 30, свекла 60, помидоры 60. Ну, как и обычно, цены почти везде одинаковые. Видите, 60, капуста 30. Везде все, почти на все продукты, все овощи одинаковые цены. Вот. Укроп есть. Укроп хороший, берите. Ну конечно, хороший. Просто это я снимаю этот обзор цен. 250, 100. Но самое, что я хотел вам показать, находится внутри помещения. Это отдел с копченостями. Там копченая рыба, балык, ну в общем все было, и юкола была, и все. А на улице вот продавались именно замороженные рыба. Я зимой здесь был. Итак, друзья, помните вот это место, вот крайние ряды здесь рыбные располагались. Вот с этого момента я перестал снимать. Сейчас мы зайдем сюда, в это здание, и внутри пройдемся. Сейчас тут осенью ярмарка идет, вот, школьные принадлежности и все такое. Рыба. Но она это прямо, так скажем, на открытом воздухе лежит. Запах копчености уже идет снизу, как поднимаешься. Ну понял, да. Здесь он уже очень сильный запах копчености. Хочется уже рыбу купить. Давайте посмотрим.
Омуль 350. Почему так написали, интересно? Очень интересно. Вот посмотрите, сетр, нельма, таймень лежит. Вот здесь цены. Сель 150, ментай 150, чир 150, щука, подлетка 120. Кижуч свежий, горбуша свежая. Вот в прошлый раз ребята на баре вот такую же рыбу поймали, кижуча. Это значит был кижуч. Вот теперь смотрите здесь что. Вот она, северная рыбка наша. Холодного копчения 950 рублей килограмм. Муксун балык холодного копчения 450, 950, извиняюсь. Чир 1100. И сколько в одной рыбке граммов? Примерно 700-800 литров. Килограмм чуть-чуть. 700-800 граммов. Или маленький полкилограмма. Юкола вяленая из чира. Одна штука 350. Не щучья, а чировая юкола. Это у нас нерка. Интересная рыба. 950 рублей. Ну вот чир спинка. Это МС, это малосолка означает. Киша это вот внутренняя часть вот эта рыбы. Верхняя часть идет вот чира вот на такую холодное копчение, и нижняя вот 850 рублей 1 килограмм. Представьте вот. Ну в килограмме сколько таких пластов может быть? Где-то 5 штук. Вот где-то 5 штук, говорит продавец. И очень вкусно, вот это очень жирная вот киша. Он чировая тоже. Здесь прямо на этом написаны цены. Вот чир 750, омуль 550 килограмм. Ну, сейчас уже омуль у нас идет свежий, но он явно не так выглядит, друзья. Горбуша 20. Здесь уже морская рыба идет, баночная сель. Ну, цены не указали. Икра лососевая. Икра лососевая 1 килограмм 3500 рублей. А сколько вот такая баночка весит? 1750. 1750 стоит, весит вот такая баночка. Так, это у нас чир балык холодного копчения. Bu обзор уставы канал бар. Bu тиша ден бітті, да? Исетті ди, погоде. Рёғата. Чир балык. Юкала? Тоқтан оғанлы өтеді? Чиртан де. Вот холодная, уже мороженая рыба. Форель. Форель это не местная же форель, да? Привозная. Кита-то есть у нас, кита есть. Заходит к нам. В северные реки заходит, но редко. А вот это что? Ряпушка вяленая, да? Очень интересно. Вот нынче ряпушку покажу, как мы ловим. Но такой способ вяления, думаю, буду делать и потом отправлять подписчикам. Вот, смотрите. Так, там дальше рыба закончилась. Пойдемте дальше еще посмотрим. Там очень много рядов с рыбы. Вон, посмотрите, вот. Полно. И вот так вот она идет, извилистая. Туда заходит, потом выходишь, туда идешь. Омуль, чир, ряпушка. Вот есть холодного копчения, вот смотрите. Сейчас у меня в планах я должен приехать, и там я договорился сделать себе коптильню, построить, и буду делать, правда, не холодного, но горячего копчения. Ну, что-нибудь поэкспериментируем. Чебак свежий 200 рублей. Кижуч свежий. Юкола чировая.
О, тугуны, тугунки, оленек. 1000 рублей. Вообще, тагунок у нас считается именно вот оленекский, он самый чистый и самый вкусный считается. И там у них разного размера достигают эти тагунки. Вот самое гастрономически вкусное, это получается среднего размера тагунки. Вот, они не маленькие и не слишком большие, вот, а именно среднячок такой. Вот такой тагунок считается. Привет. Привет. Подписчик. О, очень приятно. Вот подписчиков встретил. Как узнали, что я тут? Вот, следил. Посмотрели прямой эфир по инстаграму, наверное. Вот снимаем здесь вот обзоры рынка нашего рыбного. И подписчики приходят. Наверное, что-то покупают себе. Здравствуйте. Белая рыба, якутский рыбзавод. Мадагаскар. Это, друзья, производится у нас в городе Якутске на улице Труда. Смотрите, а вот этот консервант, его можно далеко куда-нибудь отправлять, там почтой, например, так запаковал в этот. Если это, конечно, будет соблюдаться температурный режим. Не, никакого температурного режима там. В тепле будет? Да, обычное помещение. Понятно, тогда. Плюс 4. Ну. Ясно, тогда это не вариант. Вот сушеная может поехать же, да? Сушеная. Почему? И копченая можете отправить смело. Вот прямо вот видите, у нас очень хорошо прокопченые спинки, да, вот такая расколодочка. Это заводское качество. Щука, кусок И щука кусок, да, в том числе. холодного копчения, вот, посмотрите. Сколько он стоит? 450 рублей килограмм. Квадрат. Да. Это где-то 2 кусочка будет килограмм, наверное, да? Чуть больше килограмм. Даже поменьше. Даже поменьше. Вот 3 кусочка щуки, это будет 450 рублей стоить. Наше копчение какое? Натуральное, на щепе, да? На топливковой. Не жидкий дым. Рыба прокопченая очень хорошо. Поэтому 2-3 месяца рыба имеет свою годность. Если упаковать правильно, рыба доедет. Ясно. Вот хотелось бы угостить подписчиков своих рыбой, но вот. А вообще, по идее, можно самому, наверное, коптилку сделать и закоптить, наверное. Ну, конечно, так лучше будет. Вот такой смотрите, чебак. Вот сейчас в данном чебак. случае он, Чебак, это, я так понял, обычно сорога, да, обычно? да, с этого. С Колымы, наверное, скорее всего. Среднеколымский. Среднеколымская, ага, вот. Он, конечно, Но смотрите, 1 килограмм стоит 750 штук. В 1 килограмме 8 штук. Раз, два, три, это крупные. Сейчас лежит на данный момент. 8. Он где-то выходит 40. Это не очень крупные экземпляры. Крупный прием, совершенно в 2 раза меньше. Да. И ряпушка у вас, вот смотрю. Тоже откуда привозная, да? Янская япушка. Ряпушка. Вот юкола из щуки, посмотрите. Щучье. 1450. Щучье юкола 1450, друзья. 1 килограмм. Ну, в килограмме очень много здесь. Пачка такая. Целый пакет юколы, да. Одна вот двойная такая, да? Вообще на рынке принято по одной продавать, но у нас же завод, поэтому у нас килограмм. Одна вот эта целиком рыбина, грубо говоря, 250-300 рублей вот такая. То есть рыбина целиком. Рыбка одна. Голова убирается. На 1000 рублей сколько будет? 5 таких, да? Примерно. Сейчас я. Рябушка у нас вяленая. Очень приятная женщина. В общем, купил у нее юколы. Мне просто коровы. Ценовары, устабы. Филе нельмы. Смотрите. Это холодного копчения.
2000 рублей 1 килограмм. Осетр холодного копчения 2000 рублей. Bu kaç polon hebi bu kilete? Bu katız. 10 5-6 килограммов, то есть 12-10 тысяч рублей нужно заплатить, чтобы купить эту рыбку. 12 тысяч рублей. Свеженькая, скидочку делаем, можете попробовать. Вяленая, червовая, 400 рублей одна штука. Очень нравится. Здесь семга малосольная, 1700. Так, это у нас колодка называется. Это полностью рыбина потрошенная. Ага, и просто она за холодного копчения, да? О, ну это чир, по-моему же, да? Или омуль, да? По-моему, омуль. Чир вон покрупнее у нее чешуя. Есть чир, есть муксур. Угу. Нельма, кусок. Это у нас сильно соленый, да? Это это среднесоленый кусок. 2200. Таймень, а нельма 2. 1 килограмм. Ну вот кусочки почти по килограмму, наверное, да? Кусочки и так почти по килограмму и больше, да? Да, чуть побольше килограмма. Так что вот, друзья, такие цены на рыбу. Ну, в общем, вот так вот, такие вот ряды. И тут есть мясо, могу мясо маленько показать. Так, тут набор, потроха вот в таких пакетах уже готовый, фарш говяжий 500, фарш говядина плюс свинина 500, говядина местная. Смотрите, цены разные. Цены разные на местную говядину. Харта, жеребятина. Вот говядина молодняк, тоже цены разные. Эта цена разная складывается из того, что разные части вырезки и еще как бы у нас экологически чистое считается местное мясо, из-за этого вот цены разные. Ну, скорее всего, вот из-за вырезки, из-за места такая цена. Короче, вы поняли, надеюсь. Ну вот такой рынок. Так что ставим палец вверх, подписываемся, делимся с друзьями. Всем пока. Всем...